Знаем, что хлеб всему голова, и сложно представить себе завтрак, обед или ужин, когда нету этого самого вкуснейшего ингредиента, который начинали стряпать еще до нашей эры. Ну а также, друзья, мы все любим и хлеб, и зрелища. Всем привет, меня зовут Полина Долинская. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» мы узнаем, кто же такие пекари, а на себе попробуем профессию пекаря-кондитера и даже испечем печеньки. Будьте с нами в течение всего эфира и научитесь это делать вместе с нами. Ну что, друзья, так как мы сегодня будем работать с едой, поэтому я, как видите, я переоделась, потому что чтобы у меня волосы не попали и одежда моя тоже как бы не испачкалась. Мы сейчас находимся в хлебном цеху на площадке цеха слоеных изделий. Здесь мы как раз-таки и будем сегодня с вами творить и вытворять. И стряпать мы с вами будем печенье паготини. Здравствуйте. Добрый день. Да, сегодня к выпечке, к производству будет предложено печенье паготини. Это слоеное печенье с шоколадной прослойкой. Это авторский рецепт нашего хлебокомбината. Нет, да, это авторство. И в течение как бы смены, у вас же сменами, да, работают, получается? Завод не прекращает там на ночной период времени Нет, работать? разные подразделения работают немножко в разных режимах. Это мелкоштучные изделия работают только в ночное время, хлеб выпекается тоже только в ночное время, а вот цех слоеных изделий работает в режиме 5-2, то есть это пятидневка. А вот за вот эту пятидневную, получается, неделю рабочую, как много вы поставляете как раз-таки продукции? Ну, в среднем каждый день выпускается по 350 килограмм. Ух ты, Каждый день, в течение 5 дней. Ну и потом, если мы возьмем полностью производство слоеных изделий за месяц, мы уже дошли до 10 тонн. Испытано на себе. Яна, с чего мы начинаем? Я так понимаю, мы будем отмерять необходимое количество ингредиентов. Сырья, да. У нас есть рецептура, и по ней будем сейчас все взвешивать и замешивать. Давайте пойдемте. Как мы это делаем? У нас есть рецептура, и сейчас будем месить 5 килограмм мукой. Что делаю? Так, для начала берем соль. Соль. Сколько нужно соли? 35 грамм. Это сколько? Это больше столовой ложки, вот так? Да, примерно. И сюда немного? на весы кидаем. Если будет лишнее, уберем. Ой, точно, мы же с весами. Ровно. Почти 35. Так, она 35 не видит, так что можно сказать ровно. Ага. Сейчас берем и раскидываем. Нам надо сахар. Сахара сколько у нас? 100 грамм. Вот стоит сахар. Чуть-чуть вот так ссыпать? Да. Так, Уже осторожнее, медленно. О, глаз-алмаз. Я бы никогда не подумала, что я могу с первого раза вот так вот все это Сейчас сделать. нам надо 5 грамм лимонной кислоты. Лучше делать пальцами чуть-чуть. 5 грамм. Нас, скорее всего, не увидит, можно 6 грамм. Так, не видит. Еще чуть-чуть. Так, и далее. Все, теперь берем и засыпаем в машину. Вот сюда. Да, прям не бойтесь, сыпьте. Ну, всю, да? Да, Все. ничего не Всё. осталось. Так, это, в принципе, то, что у нас будет для вкуса. Да. Угу. Так, теперь нам надо 5 килограмм муки взвешивать. Это вот нужно будет отсюда, да, взвесить? Да, отсюда выбрать на большие прессы. Хорошо. Давайте я попробую. Все. Вот, теперь вообще все ровненько. А нет, не все. Чуть-чуть. Мне кажется, он Вот все. играет на моих нервах. Теперь это тоже можно смело взять и загрузить в машину. Все? Да. Теперь эти сухие компоненты надо между собой чуть-чуть смешать. Берем так рукой и промешиваем чуть-чуть, чтобы все равномерно было. Так, теперь нам надо взвешать воду. Воду тоже по граммовке? Обязательно.
Мгм. И сколько нам сейчас нужно воды? Литр ровно получается. Литр. Мгм. Сюда же можно, да? Да. То есть на 5 килограммов муки у нас уходит всего литр водички, да? У нас еще пойдет лед, А лед зачем? чтобы тесто охладилось и не перемесилось. Она не должна быть горячей. Это очень важно, когда слои. Лед берем отсюда. Угу. Так ты. У нас тут прямо очень много льда. И все. Вот. И это все туда же. Да. Угу. Все. Теперь у нас не хватает яйца. А сколько яиц должно быть? 200 миллилитров. Так, это наоборот так поставим. И из ведра наоборот попробуем. Ну, почти, почти. Да, ровно было. Все ровно. Я никогда не знала, что я, оказывается, так на глаз могу все это отмерять. Обычно у меня с этим были очень такие трудности возникали. Все, теперь закрываем машину и начинаем замешиваться. Мгм. Подождите. Ой, Так, она у нас отпускается вот так, вот этой кнопкой. ух ты. Попробуйте вот эту кнопку до Аккуратненько, да, надо будет конца. нажать? Да, до конца нажимать, Ой. пока она не опустится. Все? Вот, все. И как включать? Так, она у нас по времени идет, и надо будет время настраивать. И сколько по времени мы должны сейчас это замесить, взбивать? По времени у нас на первой скорости она будет меситься 2 минуты, Угу. а на второй скорости у нас 8 минут. Угу. А нам нужно сколько? 2 или 8 минут? Или 10 общее? Общая 10. А, Она по скоростям идет. то есть сначала медленно, а потом Да, более да, интенсивно. Ну все, хорошо. Старт. Ну все, друзья, ответственный момент. Вы должны это посмотреть. Крутится. А вот я слышала такую историю, что раньше пекарями были только мужчины. Потому что, оказывается, какие-то определенные циклы женщины, они влияют именно на тесто, на работу с дрожжами. Это Характер правда? человека влияет на тесто, да. Я в это не верила, но влияет. А еще я слышала, мне знакомый рассказывал о том, что с тестом надо разговаривать. Да, его надо прочувствовать. Я сейчас стою так, поглаживаю. А это о чем вы думаете, когда его гладить? Просто мне пока что интересно. Я О пока не чем-нибудь знаю. хорошем думать. Нельзя, чтобы у вас было плохое настроение. Она иначе не получится. Ой, все. Она поднимается. А, так она автоматически сама Да. поднимается? Все, можете потрогать, пощупать. Трогать она должна быть как жвачка, но не липкая. Ух ты! А как так получилось? Мы вроде бы... А, или мы масло не добавляли? Или что? Или это лед все-таки? В чем секрет? Это любовь. Это с любовь, любовью да? месить. Здорово. И вот сколько здесь? Ну, тут килограмм, наверное, да, точно есть в этом кусочке? Ну да, где-то килограмм есть. Давайте, нам надо будет взвешивать сейчас 6 килограмм. Ровно 8 килограмм, Ровно 2 килограмма лишнего. Сейчас Ой. его надо будет запрессовать.
кладу. Положите это. И И тут его надо будет поставить сейчас на шестерку. Вот этим она. а это для чего? Это чтобы тесто так. Сейчас увидите. Это очень интересно. Все-таки хорошо, что у нас есть хлебозаводы. Потому что если бы у меня на кухне столько всего бы стояло. Все, теперь берем Ага. и закрываем. Ой. И держим. Все. Ой. Это оно? Это называется пресс-машина. Все, у нас теперь получается ровный пласт для раскатки. А как тесто раскатывается, вам покажет Аня. Наша Аня. А на что мы сейчас делаем? Это маргарин. Да. Сейчас будем взвешивать маргарин. Весом он будет 2 килограмма. Это нам нужно на 6 килограммов теста. Да. Вот. 2 килограмма. Почти. Ну, это почти, да, так делаем. После этого Ну, все улетает. мы снова выкладываем на пресс-машину. Ага. И прессуем его на 1,9. Давайте. То есть, если я правильно понимаю, тут по весу выстраивается, да, все? Нет, чем больше он, тем тоньше будет. Вот, 1,9. Ага. Ой. Полностью сюда. Что мы делаем дальше? Теперь мы раскатываем тесто. Как это делается? Я хочу. Муку через одну. А на первой программе раскатываем, это закладка маргарина. А куда она уехала? Она вот сюда, туда-сюда катается. А, это и есть раскатка? Да. А что с ней происходит? Почему она такая узенькая вышла? А, там что-то вот складывается. Да. Теперь Ага. Ложите сюда тесто. как? Так? Так. Вот так. Так? Ага. И нажимаю, да? Нет. Потом вот так делаем. Так? Мы его, то Вторую. есть, упаковываем туда Ага. вовнутрь, так? Да. Вот. И переворачиваем вот так. Нажимайте. Теперь она должна отлежаться. А сколько ей нужно полежать? Минут 5-10. Здесь уже все не включаю. Ага. Пока ничего. Хорошо. А после этого что мы будем делать? Потом дальше слоим на второй раз. А, еще раз мы Ага. запустим, то есть мы Получается, даем здесь двойки начинаем, двойка и тройка. ее нажимать? Нет, вот. То есть мы должны вот все 3 эти этапа пройти. А для чего? Чем больше катаешь и слоишь, тем больше слоев. Но мы же в первые 2 только завернули маргарин. Как оно по всему Это тесту? сейчас была закладка маргарина. Что это значит? Ну, маргарин положили, раскатали для слоев. Но он на каждом слою окажется, да? Да. Ага, хорошо. 10 минут прошло? 10 минут прошло? Ну, прошло. Все? Нажимаю? Готово? Ага. Вот. Что мы делаем дальше? Теперь опять должна быть отлежка. Она отлежится, и потом мы уже вкатываем начинку. Это та самая начинка. Ага. И как мы ее будем вкатывать теперь? Нажимайте. И потом на красную нажимаете, когда тут. Сейчас? Ага, все. Вот. Теперь начинку ложим так. Ой, я ее разломала. Ну, ничего страшного, сейчас Да. поправим. И
вот так вот делаем. Так, Тут уже она внахлёст, да, идет? да. Оборачиваем. И снова на Нет, нет. Крестик. И на двойку. На двойку. Ага. Вот. Складываем четверку. Ну, можно, дай попробую его Да. уложить. Оттуда, И вот эту вот туда. до конца. Ага. Мгм. Так? Да, потом поворачивайте ее. И И нажимаете. я прям прослоечки уже вижу. Эти зебровые. Всё. И вот это вот тройка. Ну и все, потом даем ей отложку и уже потом на линию раскатываем. А формочки когда будем делать? А там уже она будет рубить и будет формочки придавать. Все, хорошо. Испытано на себе. Яна, снова здравствуйте. Чем мы занимаемся на этот раз? Сейчас мы будем собирать машину для печенья. И у нас ширина ножей каждого должно быть 8 сантиметров. Это для того, чтобы мы нарезали, да? Да, все печенюшки должны быть одинаковые. Вот, отмеряем 8 сантиметров И как фиксируем? и прикручиваем ключом. О, давайте. Ой. Это, мне кажется, у меня получится. Должно. Насколько крепко это надо при... Сейчас надо вот этот нож от этого ножа. Ой. Тут главное следить, чтобы тут было 8 сантиметров. Нет, у вас уже не 8. Так. А я думала, она там зафиксирована. Нет, она не фиксируется. Ой. Вот так вот и прикручиваете. Так. Ой. Все? Все. Теперь Прикольно. следующее. Мгм. Все, эти уже готовы. Так, это у нас, получается, будет ширина печеньки. Да, это ширина печенья. Это для чего? А это рисунки для печенья. Они будут разные у нас? Да, вот сеточка выйдет, полоски выйдут. И еще вот такая. Их надо будет сейчас снять. Давайте я попробую. Так, тут уже большая головка. Ой, а я ее что, закручу? А, нет. Это уже открученная. Ой. Так, дайте. То есть, в принципе, сам технолог, он может как бы решить, вот, и сегодня у меня такое настроение, да, сегодня у меня будут такие эти. Все. Открутилось. Ой. Все. Так, их Мы вытаскиваем. совсем это снимаем, да? Да. Осторожно, они очень острые. Острые и тяжелые. Да. Ой. Все, теперь это убираем. Это совсем убираем. Это нам не надо. А с этими что делаем? Теперь вот эти ножи вдеваем сюда и 2 сюда. А расстояние между ними теперь? Сейчас будем регулировать. Тоже, да? Также 8 сантиметров. Нет, теперь должны быть в середине этих ножей. Вот то, что вот это, да? Да, внутри середины. Сейчас будем. У меня второе колечко. Так, мы отмеряем от какого? От первого? Сейчас его надо поставить.
потом берем вот эти ножи и приближаем, чтобы уже точно знать. Чтобы они вот как раз между этими и вошли, Ага. Сейчас раскатываем тесто на линию, посыпаем сразу мукой ленту, чтобы да? Чтобы не прилипало. да, чтоб не прилипало. Мгм. Вот. Тесто аккуратно берете и ложите вот сюда. Вам Так? лучше отсюда было бы Ой. встать. Вот в эту, да, сторону? Ага. Мгм. Вот. Все, нажимаем кнопку. Отбрасываем, чтобы она шире была. Так вот. Ой, оно такое длинное получается. Но, Его потом надо будет туда отнести? да, сейчас И она как? на скалку намотает, и потом ее относим. А, так она наматывает. А она не наматывает. Так, края отрезаем. Это некрасивую часть, да? Ага. Ну, это чтобы прилипать друг с другом. Все. Ага, и куда это? Берете скалку и вот туда вот ложите. Ой, какая тяжелая. И длинная. И куда? Сюда? Угу. На шаурму похоже. Ага. Теперь пропускаем через машину. Она сейчас что будет делать? А, это вот Да, через нужную толщину сейчас выберет и ко мне уже на машину, на руку пойдет. хорошо. Друзья, тут вы можете видеть, кстати, как мукой посыпает. Снежок идет. Все, и сразу второй туда. Красиво. Как, вот так? Ой. Ой, как красиво стало получаться. Вот тут, получается, по боку это будет излишек, да? Который некрасивый. И он падает сюда. Ой, а здесь самое вкусное.
А, так это уже все готовенькое, да? Ой. Друзья, вы представляете, вот буквально еще пару минут, и это окажется у кого-нибудь на завтрак. Кто-нибудь будет чай пить, кто-нибудь в бухгалтерию принесет, будет кого-то уговаривать на отпуск. Боже, как классно! Мне так нравится. Беру. Вот так? До конца? Ой. У-ху-ху! Круто! Блин, классно. Куда кладем? Сюда? На это надо посмотреть еще раз. Та-дам! Ну, друзья, мы на финишной прямой, поехали. Все вот это вот надо теперь нам отправить в печь. Пойдемте, вы будете свидетелями. Поберегись. Ой, извините. Здрасте. Ага. Как? Вот так? Потому что листики падают. Ой, Нужно поправлять. Они могут упасть. Идешь и смотришь по бокам. Чтобы никого не было, и никто не заметит. ага. Нажимайте все. Нажимайте. Нажимайте. Все. Все, ага. У нас температура подходит 12. Набрано. Можем ставить в печь. Хорошо, как это? Ой, а как это делать? Ой. Ставить. Надо вот там поставить. Между вот. Между кем? Вот. Ставим. Стоим? Вот. Немножко доводим, чтобы она щелчок был. Я не знаю, вроде был. Нет, не было щелчка. Накрываем, она немножко покисла. Нажимаем сюда. Все, она пошла работать. Это вот получается через 10 минут? Нет, время будет указано. Вот это время пройдет. Ага, то есть у нас примерно 16,5 минут. Круто? Блин, я никогда не думала, что я буду так сильно радоваться. Но, друзья, мы, в общем, увидим результат в конце. Это мы уже можем увидеть буквально через 15 минут, что мы сегодня тут состряпали. Кстати, друзья, если вы никогда не видели, как производится нарезной батон, то вот сейчас как раз-таки идет его формовка. То есть он уже идет... Сколько он, получается, весит граммов?
400 граммов готового уже замешанного теста, оно выкладывается по формам, чтобы потом как раз-таки попасть к нам на завтрак. Я попробую. Ой. В серединку, да, надо ложить? А где? Какой полос? Ой, 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 ой. Блин. Оказывается, тут надо все на скорость это делать. Где тут полосочка-то? Нет, 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 все. Тут я проиграла битву. Хлеб меня уделал. Не видно тут полосочки, в общем, не видно. Вот и все. Испытано на себе. Сейчас, друзья, мы можем видеть, как раскатывается хлеб из линии мультисип. Между прочим, этот хлеб, он идет зернышками, и всеми диетологами он рекомендуется как правильное питание. То есть для тех, кто следит за своим здоровьем, но не готов отказываться от хлебобулочных изделий, вот, пожалуйста, мультисип вам в помощь. А у вас кто полосочки нарезает? Здесь нет полосочек. А, здесь нет полосочек. А сейчас мы пойдем полосочки делать. Между ними сколько должно быть расстояние? 1,5-2 сантиметра? 1,5 где-то так. Ой, а можно мне попробовать один? Так, вот так вот, да? Ой! 1, 2, 3, 4, 5. Ой, как? Через вот... Вот так, да? 1, 2, 3, 4, 5. Как некрасиво. 1, 2, 3, 4, 5. Ладно, давайте еще 1, 2, 3, 4, 5. О, вот этот получился. Ну и вот это неплохо. Все, спасибо. Я все, я прямо осуществила свою мечту. Я полосочки сделала для батона. Да, все, конец. Угу. Она должна остановиться, да? Нет. Поберегись. Также разворачивайся в том направлении. Все. О, боже мой. Только тихонечко, чтобы Ага. они двигаться. Ребята, вы можете сейчас видеть, это печеньки, которые постряпала я. Сегодня они уже уедут на прилавке нашего славного города. И кто-то, вероятно, даже сегодня уже попьет с ними чаек вечером. Ой, боже мой, не сбить бы никого. Ага. Так? Ага. Охлаждаем? Ой, можно я тоже охлаждусь? Это самая приятная часть. 10 из 10. Ну все, друзья, сейчас мы даем нашему изделию остыть. Тут должен сахар, излишки, получается, должны спасть, осыпаться. А после этого мы приступим к фасовке. Испытано на себе. Что мы делаем? Берем вот эти вот столбики, Ага. складываем сюда в корекс.
Как? Вес должен быть 400 грамм. Вот так? А, вот так, как тетрадки, да? Ой, что-то все сыпется. Все? $416. Оставляем, потому что Это допустимая, да, погрешность? Что, друзья, я думаю, пришло время мне все-таки попробовать то самое печенье Пагатинья. Это очень вкусно. Это похоже на сладкие снеки. И вы знаете, как раз-таки чем-то даже похоже на хворост. При этом вот эта вот шоколадная крошка, она добавляет пикантности. Так что, друзья, я вот рекомендую вечернее чаепитие проводить именно с этим печеньем. Ну и мне будет приятно знать, что в этом городе кто-то пьет чай со мной. И это как раз-таки и есть финальный этап. Сейчас это проходит распасовку. В каждой упаковочке ровно 400 граммов. После этого это все попадает в коробки, которые как раз-таки и будут развозить на точки сбыта нашего города, а также по территории нашей республики. Друзья, это был очень интересный опыт. Это полезный опыт, особенно для меня, как для девушки. Я думаю, вы для себя тоже что-то новое, интересное открыли. И вам тоже было с нами очень приятно провести эту программу. И если вы сейчас пьете чай с печеньем Пагатинья, то приятного вам чаепития. Испытано на себе.